Добрый день. В эфире «Актуальное интервью» в студии Екатерина Карпухина. У депутатов Государственной Думы в понедельник началась региональная неделя. В этот раз она продлится до 5 ноября включительно. Депутаты от Якутии Галина Данчикова и Федот Тумусов будут обсуждать с руководством и представителями постоянных комитетов ЛТУМЭН актуальные вопросы, стоящие на федеральной повестке. Помимо этого, парламентарии работают в своих избирательных округах, где встречаются с гражданами, решая их насущные проблемы и разрабатывают новые законодательные инициативы. О ходе региональной недели нам расскажет депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Федот Тумусов. Федот Семенович, добрый день. Скажите, пожалуйста, как началась ваша региональная неделя здесь у нас в Якутске и что вы планируете сделать в ближайшие дни? Здравствуйте. Во-первых, Катя, если очень правильно отвечать на ваш вопрос, то если что-то делать, то мы должны делать это в Государственной Думе. Как представители всех якутян, как законодатели, основное место нашей работы, конечно, это Государственная Дума. И я, как представитель всех якутян и как законодатель, каждый день в своей работе, естественно, должен выражать интересы, проблемы якутян, естественно, отстаивать принимаемых законах. Вот на прошлой неделе мы, например, обсуждали проект бюджета страны на следующие и на 3 предстоящих года. Да? И в ходе пленарного заседания я 2 раза выступил. Первый раз говорил о программах, федеральных программах и о доле наших субъектов, дальневосточных субъектов в этих федеральных программах. И предложил сделать это в процентах. И очень рад, что это предложение очень принято правительством Российской Федерации, даже до президента страны это дошло. И сейчас определено, что 5,5% во всех программах будет доля субъектов Дальнего Востока и, естественно, Республики Саха-Якутия. И второй вопрос, по которому я выступал, это был вопрос фонда медицинского страхования федерального. И, естественно, речь шла о том, чтобы увеличить объемы финансирования медицины, конкретно в нашей республике. Могу сказать, что там тоже есть реальные результаты. Так что главное место нашей работы – это Государственная Дума. Но, естественно, так построена работа, что 3 недели мы работаем в Москве, в Государственной Думе, 1 неделя так называемая региональная, как вы правильно сказали, да? И мы приезжаем на места для того, чтобы встречаться со своими избирателями, встречаться, естественно, по разным вопросам с руководством республики, с министрами, для того, чтобы изучать те проблемы, которые здесь есть, и как их решать, искать пути решения этих проблем именно в законодательном плане. Вот такая вот у нас региональная неделя. И в пятницу я планирую полететь в Нерюнгри. Во-первых, Нерюнгри это сегодня опять становится площадкой экономического развития, драйвером экономического развития всей нашей республики. Ну и человеческий аспект. Город Нерюнгри это мой родной город, можно сказать, второй, потому что там у меня трудовая биография началась, поэтому я в пятницу полечу в город Нерюнгри и буду там работать. А с новым составом ЛТУМЭН вы уже встретились? Немножко не понял вопрос. Ну, с новым собранием, с Госсобранием Республики Якутия вы уже встретились с какими-то новыми членами, представителями комитетов? Проходили у вас встречи в Госсобрании ЛТУМЭН? В Госсобрании ЛТУМЭН мы встречались с руководством Государственного собрания еще на прошлой региональной неделе, и мы говорили о том, что вот будем строить системную работу по взаимодействию нашего Государственного собрания и нашего комитета охраны здоровья и в целом Государственной Думы. Вот, ну и в прошлом созыве тоже я в этом плане работал. Мы организовывали выездное заседание комитета, и мы планируем тоже проводить выездное заседание Комитета охраны здоровья Государственной Думы у нас здесь в республике. Но это произойдет или в этом году, или в следующем году, это мы решим в рабочем порядке. Понятно. На днях вышел указ главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях социально-экономического развития Якутии до 2024 года. В документе, в частности, говорится о 5 приоритетных целях, к которым Якутия должна прийти уже через 6 лет. Вот какой бы комментарий вы дали к этому указу? Указ очень своевременный. Сейчас сформировано новое руководство республики и определяются приоритетные направления, стратегические направления развития нашей республики. И это очень правильно. И
то, что вот 5 направлений отмечено, это тоже очень положительный фактор. И самой главной задачей там ставится задача о том, чтобы мы стали одним из самых лучших регионов субъектов Российской Федерации. Это очень хорошая и правильная задача. Там ставится задача о повышении производительности труда, о приоритетном развитии перерабатывающих отраслей промышленности, об экономической связанности территорий, значит, о развитии агропромышленного производства в некоторых секторах. Это очень правильные, очень хорошие задачи. Я думаю, после этого должна быть детальная проработка по реализации этого указа правительства. Наверное, выйдет ряд постановлений значит, правительства, ряд распоряжений и приказов в отраслевых министерствах. Так? Тут я хотел бы добавить две вещи. Да? Первое, вот тут надо бы главным показателем социально-экономического развития, хорошей социально-экономической ситуации является все-таки, значит, вот ожидаемая продолжительность жизни. Если наше население живет дольше, значит, здесь хорошо. Если продолжительность жизни не увеличивается, это тут какие-то вопросы. А если снижается, тут ситуация плохая, да? Поэтому я бы вот этот интегральный показатель все-таки поставил бы конкретные задачи. Потому что президент страны Путин уже цифру назвал, это 80 лет, значит, мы к 30 году по всей России должны достигнуть. Я думаю, что Якутия должна опережать эти показатели. 80 мы должны немножко раньше достигнуть. И это должно быть по районам, по населенным пунктам конкретно прописано. И все главы, все министры должны работать на эту цель. Я бы так хотел бы, чтобы в этих детальных проработках вот этот вопрос был отражен. И второе, вот то, что касается сельских территорий. Да? Вот сейчас в стране значит, поставлена задача тоже территориально развивать всю страну. И тут в части постановки задач развития сельских территорий наша республика имеет колоссальные особенности. Понятно, что Якутия это не Краснодар, но в то же время это колоссальная особенность. И самая главная особенность, я считаю, что занятие сельским хозяйством – это уклад жизни. Уклад жизни, да, и поэтому мы должны его рассматривать и в экономическом, и в социальном плане как уклад жизни. И в этом смысле надо определить тоже критерии, параметры, каким образом определять вот, развитие сельских территорий именно в этом аспекте. Я хотел бы, чтобы в тех дальнейших проработках это было бы отражено. Потом там поставлены задачи вот, по здравоохранению, там поставлены задачи там, построить онкологический центр, там ряд объектов крупных. Это все очень хорошо, но главная проблема сегодняшней медицины – это доступность, чтобы каждый гражданин при любой проблеме мог обратиться. При этом еще используя телемедицинские технологии. Да? То есть должна быть в каждом населенном пункте возможность обратиться к врачам, если не непосредственно к акушерским пунктам, да, то хотя бы через какие-то телекоммуникационные связи. Да? Это должно быть отражено в детальной проработке этих вопросов. Поэтому еще, я думаю, что предстоит огромная работа по реализации этого указа. В целом указ я поддерживаю, но вот есть детали, по которым, вот всегда говорят, да, дьявол всегда спрятан в деталях. Надо, чтобы наше правительство это более четко проработало, чтобы мы, каждый житель республики, знали, какую задачу мы должны лично решить. Глава наследия должен решить, глава района, правительство, министерство, все должно быть четко прописано. Вот тогда мы все мобилизуемся на то, чтобы решать все эти проблемы. В этом смысле очень пригодилась бы давняя наша теория, да, о том, что вот экономику надо рассматривать на 3 уровнях. Да? Вот семейная экономика, то есть бюджет каждого гражданина, каждой семьи, потом муниципальная экономика, ну а потом в целом республиканская. Вот если в этом аспекте рассматривать, этот указ определяет вот верхний уровень, республиканскую экономику, то есть те отрасли экономики, которые будут приносить доходы в республиканский бюджет. Это правильно, глава так и должен. А потом надо вот по этажам все это выстроить. А как вы считаете, 6 лет нам этого хватит? Добьемся таких целей? Ну как, значит, всегда времени не хватает, да? Но на самом деле поставлены четкие задачи, его детализовать и все мобилизоваться на выполнение этой задачи. Ясно. Вот буквально вчера на своей странице Facebook вы опубликовали такой пост, в котором говорите о необходимости отмены системы медицинского страхования.
Что мешает это сделать сейчас, потому что уже критика давно идет Но в этой на самом системе. деле идет принципиальный спор, значит, в Государственной Думе, правительстве Российской Федерации, да, вот вопросы финансирования отрасли здравоохранения. Значит, я хочу подчеркнуть, что после известного обращения 1 марта президента Путина, значит, Федеральному собранию, сейчас представление о системе здравоохранения коренным образом меняется. Раньше это было так, значит, вот как бы буквы 3П, да, приболел, пришел, полечился. То есть медицина рассматривалась так, где только лечат болезнь. На самом деле здравоохранение, она намного шире, да. То есть теперь поставлена задача, каждый должен прожить не меньше 80 лет. В первую очередь, мы собственники здоровья, мы сами должны на своей собственности как бы работать, да, его поддерживать, его развивать. Это одно. Второе, значит, вот отрасли профилактики, отрасли реабилитации мы должны возродить и развивать. То есть государство должно создать систему для того, чтобы человек, вот, который стремится сохранить и улучшать свое здоровье, мог это сделать в системе здравоохранения. В этом смысле надо менять все. И в том числе вот страховые компании. Мы считаем, лично я считаю, что страховые компании сегодня являются только маленькой прокладкой, через которую проходят бюджетные средства. Значит, если их не будет, то ничего не изменится. Поэтому вот социальные функции государства можно организовать по-другому. Сейчас, я еще раз повторяю, споры в комитете у нас здравоохранения и в правительстве, эти разговоры идут, и к чему-то мы обязательно придем. Понятно. Так выпало, что День народного единства совпал с региональной неделей. Праздник вы встретите здесь, в Якутске, уже есть какие-то планы? Во-первых, пользуясь случаем, я хотел бы всех своих земляков, якутян, поздравить с наступающим праздником народного единства. Народное единство, знаете, вот сегодня страна переживает непростые времена своего развития, мы это все видим, все слышим, да, сложно, да, но вот если мы все проблемы добьемся решения этих проблем и добьемся справедливости, если будет народное единство. Поэтому это актуальный праздник, с праздником поздравляю. Но, с другой стороны, значит, я, наверное, праздник встречи в самолете, поскольку 4-го я должен вернуться в Москву и лететь 7 часов, и буду я в самолете. Федот Семенович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. С наступающим вас праздником. Я напомню, что это было актуальное интервью, и говорили мы с депутатом Государственной Думы Федотом Тумусовым. Всего доброго.